Как часто вы задумываетесь об окружающей среде? Вот я задался этим вопросом и решил провести небольшой опрос среди сотрудников Казминералс Актугай и узнать, что они делают для сохранения экологии. В группе компании Казминералс есть площадка временного хранения отходов. И каждый раз, когда у нас остаются материалы от проведенных буровых работ либо других видов, мы составляем заявки о том, чтобы вывести туда непригодный цемент, бетон. И, соответственно, мы не выбрасываем его в окружающую среду и тем самым сохраняем нашу природу. Я стараюсь не использовать слишком много пластика, и у меня всегда есть своя кружка. Медициналық материалдарды, биологический отходтарды, шприцтарды дұрыс утилизация жасауға тырысамыз. То есть арнайы коробкалар бар, арнайы учреждениялар бар, біз сонда оны шығарамыз. Электр тоғын үнемдеуді айта аламын. Жұмыста да, үйде де, мысалы принтерларда, мысалы көбінесе қолданбауға тырысам, электрондық материалды қолдануға тырысам көбінесе. Получается, у нас в торговых центрах устанавливаются боксы для использованных вещей, ненужных вещей. И получается, отношу вещи, которые уже поносил, малы стали, и сдаю туда. Енді қыз болған соң киімім көп, сестренкаларым, сіңілдерім тоже көп. Соларға біртіндеп берем өзімнің киімдерімді. Қалып қалған, кимейтін. Я стараюсь использовать по минимуму личное авто. Допустим, в магазин я всегда хожу в крафтовым пакетом. Да? То есть пакет я могу использовать неоднократно. Могу сказать то, что я на протяжении 8 лет использую машину на газу. Все, что остается от химанализа, лишний материал. Также проба перед тем, как... То же самое касается оборотной воды на производстве. Жинап бөлек одан кейін тезек қылып, ағаш жағып, сөйтіп лақтырмаймыз. Баняға қолданылады, шөп жағуға, сондай жақсы тезек көмектеседі, отты қатты шығаруға. Максимально уменьшаю количество использования одноразовой посуды. Так, например, я себе привез кружку нормальную керамическую. Также 3 или 4 коллегам подарил кружки, потому что вижу, как они часто пользуются одноразовыми. Мы сортируем мусор. Отдельно пластик, бумага, картон, стекло, какие-то металлические отходы, батарейки, обязательно аккумуляторы. Стараюсь пропагандировать такого рода подход к жизни.